ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 12:00, местечко на берегу реки Чуть, близ Кархаля. Именно здесь пополудни стартовал 11-й по счету туристский лагерь имени Героя России Алексеева. Ежегодный слет для молодежи в этом году получился как никогда масштабным. 22 команды из школ Ухты, а также иногородние гости. После официального открытия ребятам показали освобождение заложника. Специальную операцию подготовила ФСБ в качестве показательного выступления. Пиротехника, выстрелы, все как полагается. Неожиданно к туристам присоединился Александр Бусарев, при этом не в пиджаке с галстуком, а с палаткой и на собственном вездеходе. Здесь у меня племянник участвует, Реутсков Вадим. Я очень за него буду болеть, буду переживать за мою родимую 14-ю школу, которая прошлый год победила, и хочу, чтобы она победила в этом году. Двухдневная программа очень насыщена. Разбив лагерь и обжившись на природе, ребята приступили к состязаниям. Здесь и метание гранаты, и марш-бросок, ориентирование на местности и традиционная туристская полоса. Постоянным участникам она во многом знакома. Этапы повторяются ежегодно. Прыжок-маятник с тарзанкой, навесная переправа и так далее. Однако есть и новинки. Например, в этом году добавили спуск с так называемой рогаткой и достаточно крутой подъем с жумарами. Есть элементы, которые они столкнутся в первый раз, мы сейчас просто их показываем. В общем, ребята быстро осваивают. Жумары, те же самые рогатки, это представление для спуска. Вот это для них новое. Все команды разделили на две подгруппы. Так называемым профессионалам достанутся задания посложнее. Любителям, сюда записалось большинство, будет проще. После жеребьевки на очередность старта команды начали экипировать. Системы, карабины, обязательно шлем, процедура не быстрая. Соревнования на турполосе открыла школа номер 4. Немного переживая, ребята активно взялись выполнять задания. В итоге всю полосу они прошли за 16 с лишним минут. Понравилось работать в группе, перекладывать бревна. Немного не понравилось, это тяжелый подъем был, и спуск там мне неправильно показали, куда зацепляться. Я не смогла поехать. На следующий год есть желание повторить, потренироваться, подготовиться к этому. Туристский лагерь Алексеева простоит 2 дня. Вечером 5 июня подведут итоги, определят победителей. Подробнее о них и втором дне соревнований смотрите в нашем сюжете в понедельник.